Друзья, мы продолжаем нашу экспедицию по одной из самых суровых дорог России. Позади 3 дня пути и сотни километров через очень живописные места Якутии, до границы Магаданской области. В жестокий мороз, местами ниже 60 градусов. И теперь нам предстоит далекий и очень красочный путь дальше по Колыме, который будет полон эмоций и встреч с уникальными людьми, в которых живет настоящий дух этого края. Дорога, которая не прощает ошибок. От Уснеры до Ивенска, через заброшенные города и живые поселки, сквозь историю и настоящее. Наш маршрут проходит по одному из самых труднодоступных регионов страны. Кадыкчан, Сусуман, Ягодное, Сеймчан, Омсукчан и Эвенск. Маленький северный поселок на краю земли. Мы отправились в экспедицию, чтобы проехать через Колыму и попытаться понять, сможет ли этот край стать точкой притяжения для путешественников. Ну что, вперед к приключениям! Нас ждет настоящая Колыма. Суровая, живая и невероятно красивая. Испытано на себе. Оторвало крепление у ребят. Сильно не наматывай, пожалуйста, просто намотай и все, побольше. Вот так я говорю, сильно вот эти. Ну, я просто наматываю, я не натягиваю. Грузовик стоял. А, вот, да. Они уголь возят, и у него, видишь, сзади что-то случилось. А, у них ремонт получается, да, то, что они Делается. на этом. Помаши. Здрасте, ребята! Как у вас? Здравствуйте. Продвигается ремонт? Заканчивай. Тормоза, да, или подшипники? Ступица? Так, друзья, происходит ремонт на морозе. Вокруг машины большую юбку одели и туда внутрь пушку. Так работают. Или иногда вот обычным синим тентом импровизированный навес, где они работают. И вот уже вот улица и внутри этого тента разница уже там доходит до 10-15 градусов. Если туда еще обычный бензиновый паяльник ставят, и вот оно уже там можно будет немножко покомфортнее поработать. Морда сильно закрыта, и вот на подъеме мотор начал перегреваться, и срочно порядка остановились. Одну сторону, половину радиатора открыл, температура уже сразу рабочая. Юра.
Ну что ж, друзья, мы подъехали к легендарному месту. Это кафе Куба, или заправка Куба. Тут речка есть, Кубеме. И тут все. Раньше бочка стояла такая большая, с наклейками множество путешественников, которые копилось лет 30, наверное. И вот эту большую бочку, вот, типа такая бочка стояла, и вот внутри бочки сидел оператор. Эту бочку убрали, осталась вот эта стена теперь. А бочку с таким легендарным бочком куда-то деть. Проедем. А? Видишь, сейчас все было. Если бы я сейчас дальше проехал бы, не остановился бы. Он бы в нас бы влетел. Не он, а его жопа влетела бы в нас. Ну, место для маневра чуть-чуть оставили. И вот прижался крайне право, насколько мог. Ну, мне кажется, я уже чуть-чуть и снес мне на морду. Когда по краям дороги какие-то столбики, ограждения, вот это все есть, они тебе там помогают. Вот эти столбики, видишь, они ориентироваться можно, а без них тяжело. Ждем сигнала. Ждем от него сигнала. Сигнал наступил. Ждем от него. Приговорил. Спасибо. Приехали. Снега. Тут асфальт положили. Ничего себе. Не было асфальта. Я тоже в 19 году был последний раз. Я даже вообще не узнаю. Река Индигирка здесь протекает в Веснере. Чуть она чадит. Смотри, вообще. Как он должен ехать? Да, газую от меня тоже такой же выхлоп идет. Да? Николаю спасибо большое. Спасибо вам. Вот это, бля, пойдем туда? Ну да, она, по-моему, такая не такая сильно широкая. Ну все, машинки наши будут отдыхать от такого сильного мороза дальнего пути. С Амикона же едем. Там вообще было минус 64. Ну что, вот наш гостиничный комплекс в Уснере. Здесь внизу очень холодно, но в самом помещении жара. У нас обед. Мирлан приготовил шикарный ужин в виде пельменей. Все по-простому и очень вкусно. Появилась связь. Парни не отлипают от телефонов. И я тоже. Ну, шикарная поляна. Кухня. Есть у нас наконец-то теплый туалет. Душ. Ну, и комнаты по 3 человека. Вторая партия. Мы вторая партия? Ну, ты садись кушать, потом я. Ну, я что, это, потерплю. Испытано на себе. Утро в Уснере. Я вот высматриваю нашу гору Афродиту. Похоже, вот она. В туманной морозной дымке.
Завтракаем мы в столовой отдельно. Усть-Нера. Небольшой поселок на северо-востоке Якутии. Административный центр Аймяконского улуса. Он расположен на слиянии рек Индигирка и Нера, в окружении гор и суровой северной природы. Усть-Нера был основан в 1937 году как рабочий поселок для освоения золотоносных месторождений. Одна из самых главных особенностей поселка – это его транспортная роль. Усть-Нера – важный узел на Колымской трассе. В поселке есть школа, больница, культурный центр и вся необходимая инфраструктура для жизни в условиях Крайнего Севера. Мы с командой направляемся в администрацию. Наша цель – узнать, какая инфраструктура создается для туристов. И именно здесь мы встречаем человека, которым гордится не только район, но и вся республика. Евгений Кривошапкин. Первый и пока единственный представитель народа Саха, покоривший вершину мира – Эверест. Настоящий северянин, закаленный этим суровым краем. Человек, который доказал, что для якутского духа нет недостижимых высот. Брали режимы опасные, заячью петлю, и она уже не такая, как была раньше. Все равно это экстрим. Вот это вот проезд. Плюс очень долгий перегон. Очень долго ты едешь, у тебя ничего просто. Между Слишком населенными пунктами там. У нас скалы в Киселях есть. И в этом году вот экстремальное восхождение сделали на пик Афродиты. Ну пока мы минус 40 попробовали, да? А вот сейчас уже планируем на более низких температурах. Минус 50 можно. Если вообще повезет, минус 60. Самое главное здоровье же. И угадать это погоду надо. Да, погода это очень большое дело. Подготовки Ну, погода, я постоянно же по горам, туда-сюда. Ну, поэтому, Да, это подготовка была. И я беспокоился от этого, от здоровья. Там же очень спокойно можно подхватить там. Или горло заболеет, или живот там. Ну, получается, первый Я человек, сам якут, пошел. Да, который покорил Эверест. да. И единственный. Да, пока. Подарили нам в администрации книги про моего друга Дугу Идана, про его невероятный поход на лошади, якутской лошади до Москвы. Это 1,5 года, по-моему, он шел, что-то я уже забыл. И смотрите, представьте мое удивление, когда я вижу на страницах книги себя в той же кофте, в которой я сейчас хожу, кстати, до сих пор, прикиньте. Тебе подарили книгу, где ты есть. Да, прикольно, вообще неожиданно. Дугуйдан, если увидишь, тебе большой привет. Очень приятно, про тебя тут везде говорят, хвастается, что вот есть у нас такой земляк, который дошел на лошади якутской до Москвы. По ценам на топливо по всей республике Саха Усть-Нера самое дорогое место. Тикси даже чуть дешевле, чем в Усть-Нере. Под завязку заправиться, называется вот так. 275 литров на борту. Сейчас отъехали с заправки, вот буквально рядом находится. Там дизельное топливо стоит 115 рублей. Здесь мы через дорогу буквально уже за 104. Надо сравнивать, почему тут такая большая разница. Кусочек асфальта, который от заезда до выезда Усть-Нера закончился. Пошла привычная нам грунтовка колымская. Говорим спасибо Усть-Нере за гостеприимство и за новые открытия, за знакомство с хорошим человеком. И двигаемся дальше по маршруту. На этом, друзья, наша якутская часть экспедиции подходит к завершению. Дальше нас ждут необъятные просторы Магаданской области. Подводя итог этих 3 дней, можно с уверенностью сказать: туризм в республике развивается в правильном направлении и делает это уверенными, большими шагами. Во многом благодаря людям, которые не просто работают в отрасли, а буквально тянут ее вперед. Таким локомотивом, безусловно, является Тамара Егоровна и целый ряд энтузиастов на местах. Якутия давно и заслуженно популярна в зимний период. Как однажды точно подметил мой хороший друг, якуты – первые в мире, кто научился монетизировать экстремальный холод.
И сегодня это уже не просто фраза, а работающая туристическая модель. Со своей стороны мы предлагаем новый подход к путешествиям по Дальнему Востоку. Не кольцевой маршрут, а линейный. За одну поездку сразу 2 региона. Старт Якутск, финиш Магадан. Или же наоборот. Суть нашей экспедиции заключается именно в этом. В проработке полноценного туристического маршрута, который объединяет 2 соседствующих региона. Создает логистически выверенные путешествия и открывает новые возможности, как для туристов, так и для регионального развития. Это не просто дорога, это маршрут будущего. Такой мороз, дверь, можно ехать дальше. Новый регион вместо духов Баяная кормим их посланников. Опа! На. Вот ты какой злой, а! На. Оп, держи. Ай, молодец. Поехали. Друзья, я уже больше года не выезжал из Якутии. И вот сегодня мы пересекли границу с Магаданской областью. Голодные бедолаги, оладушки все съели. Я даже не смог на землю положить. Дубак. Влажность еще, похоже, выше, прям очень холодно. Вот на границе, прям как раз Якутской и Магаданской области, домик стоит, с печки дым валит, собаки оттуда сразу пришли. Знает, что если машина остановилась, что-нибудь вкусненькое им. Хотели магаданскую землю духов покормить, а покормили собак. Но это тоже нормально. В Якутии, в каждом улусе есть такие места знаковые, где духу Баяная, духу дороги, духом земли оставляют подношения. Это в основном ладушки. Давай. Чуть-чуть вытянули. Ну мы все, это уже спуск пошел, да? Перевал? Испытано на себе. Что-то творится с машиной неладное. Ну, ладно, чуть-чуть отдохнет, сейчас придет. Поедем дальше. Я думаю, что где-то влагу подхватили в дистопливе. И вот она периодически, наверное, прихватывает. Сейчас отдохнет, чуть-чуть перегрузится и поедем. Ну что, перезапустили машину. Машина, как ни в чем не бывало, поехала. Холодно. Сегодня до Сусумана мало осталось. Доедем уже, там уже топливный фильтр снять, посмотреть. Что ж, друзья, мы завернули в поселок Кадыкчан, заброшенный поселок Кадыкчан. При Союзе был очень огромным рабочим поселком. И одновременно там после развала все жители как будто свет выключили, все ушли. И зрелище такое неоднозначное от таких заброшенных городов. Мне лично они не особо нравятся, но есть люди, которые в этом видят некую даже красоту. Плохо, что стемнело, хочется зайти там в какие-то дома, попробуем фонариками как-то пробраться, что-то показать. Кадыкчане. Это вот здание администрации. Вот мы приехали в центр Кадыкчана. Заехали. Мы сейчас вот мимо школы проехали. Вот администрация, чтобы вы понимали, да, насколько большой поселок. Вот баня, больница, поликлиника, школы, площадь тут. Центральная площадь Ленина. Это получается вот. Приехали к администрации, да, чтобы договориться на ночлег?
Да, вот мы приехали к администрации, чтобы уладить вопросы сотрудничества и проработки турмаршрутов. Они круглые. Увидели вообще куда-то? Не знаю, ну там свет какой-то есть. Это же не фонари. Здание. Да, обалдеть. Я первый раз еще в таком месте, на самом деле. Когда такой многоэтажный, многоквартирные дома. Улица Ленина. Ну что, пойдемте посмотрим, как выглядят дома, в которых много лет уже не живут люди. Третьи штаны одеть. Как их так заправить, чтобы в ногу снег не попал. Дома здесь тоже на сваях, как и во всей Якутии. Что там про гвозди было? Когда-то жили люди. Потом в один какой-то прекрасный момент все оставили, поселок и все поуезжали. Представляете? Очень холодно и очень необычно. Планировки похожи на те, в которых я не раз был. У своих друзей. Ты прям представляешь, как этот дом жил когда-то раньше. А сейчас тут гробовая тишина. Видимо, пожар. Уже после, как люди выселились. Вот. Есть кухня. Все, что можно забрать, все забрали уже сталкеры. Тут унитаз сломанный остался. Кухня. А, ну, живые же фотки такие, да? Да. И вот смотри, надпись. На память тете Нелли, дяде Гене и племяннику Андрею от Светланы. 8 августа 79 года. Или нет, или 89 год. 79-й. 79 года. И, видимо, родственники тоже карточку отправляли. 23-72 год. Город Невиномыск. Невиномыск. Ребята, вот смотрите, дорогие Нелли, Гена, Андрей, Аленка, вот такие. Давайте попробуем найти таких людей. Внизу адрес подпишем дома в Кадыкчане. Тетя Нелли. Ну, во-первых, обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. А еще в описании под этим видео есть ссылка на канал про путешествие Богдана Волочева. Переходите, подписывайтесь и смотрите именно наше телевидение. Такие чувства смешанные какие-то. Я первый раз в таком месте. Именно город, который заброшен. Вот эти фотографии. Едешь и видишь там деревни какие-то, где с ветхими домами. Это другое, да, вот. А когда ты приезжаешь вот в Кадыкчан, там еще вот такие поселки, где такие заброшенные дома, тут жизнь кипела, понимаете, тут больше 20 тысяч человек жили, и в одночасье и все они уехали, вот именно вот что он и есть заброшенное. Тут были градообразующие предприятия.
Союз, когда развалился, предприятия без обеспечения остались. В какой-то момент вот, сказали, что света не будет, там, допустим, или воды не будет. Вот, обеспечить такие огромный поселок в такой местности, где экстремально морозы, это же такие организации, предприятия же должны быть, которые обеспечивают там, водоснабжение, электроснабжение. В этих поселках в основном жили те специалисты, которые сюда приезжали на заработки, их привлекали хорошим зарплатам всяким. И это не их родина. У них было куда уехать. И поэтому сравнивать, если Якутию, Республику Саха и Магаданскую область, у нас в Якутии крайне мало таких заброшек, у нас наоборот ветхого много. Потому что и Якутия это местный народ, это их дом, это их родина. Хотели заселиться в гостинице, припарковались, нас сразу вычислили. У нас завтра 10:40 выступление в школе. А как раз школьники сразу остановились, сказали, что вы блогеры, да, а вы у нас завтра должны выступать, не опаздывайте. Я не знаю, зачем я набрал столько вещей. Но приходится все это постоянно таскать туда-сюда. Здравствуйте. Каждое заселение мне приходится из машины все вытаскивать. Машины мы отгоняем в гараж. Парни на нас меня ржут. У них вон Мирлана. Все, что он взял. Мирлан, покажи. А я таскаю. Все, с Мирланом заселились. Номер 204. Ну как тут, Мирлан? Рассказывай. Нас встречает хороший уютный чистый О, номер. еда у нас. Услуги. Спасибо. Заранее. Всем спасибо, кто это организовал. Мы очень проголодались с дороги. Сейчас с большим удовольствием поедим. Сейчас 54 градуса, они сказали, Мирлан, да? Ну да, очень холодно. Реально холоднее, чем в Якутии, представляете? Это... Я думал, что мы сейчас из Якутии выезжаем, едем в Магаданскую область, и тут будем греться уже там, да? Мы же так обсуждали. 30 будет, там машина, все уже чик-пук. А тут еще холоднее. В Якутске сейчас 15 градусов, кстати, мне пишут. Вот одноместные номера у нас, Андрюх разместился. Уютно одному, но холоднее. Сильно. Ничего страшного. Я перетерплю. Сусуман. Полноценный официальный город Колымы. Второй по величине в Магаданской области, возникший в годы активного освоения региона. В советское время тут жило порядка 15 тысяч человек. Золото давало работу, дорога движение, а город – уверенность в завтрашнем дне. Сегодня в Сусумане проживает около 4000 человек. Город стал меньше, тише, но он не исчез. Через Сусуман по-прежнему проходит Колымская трасса, главная артерия региона. Здесь есть жизнь, работа и люди, которые сознательно остаются на севере. Для путешественника Сусуман – важная точка маршрута. Тут удобно остановиться, переночевать, пополнить запасы и пообщаться с местными. Именно разговоры с жителями лучше всего объясняют, как Колыма живет сегодня. Это ингушские, это называется чапельджин, да? Вот, очень вкусные, их так пекут, знаете, вот это в горячую воду потом окунают, и потом, вот, очень мы любим здесь. У нас много национальностей в районе проживает, и ингуши, и осетины, вот мы выбираем, чем вкуснее. Не буду говорить, ну скажу, 66. Ну а почему вы не До меня сегодня еще не загоняет никто на лыжи. И в горы за мной не убегают. И на шпагат никто не садится. И на шпагат никто не садится, это да. хранители севера? Да. Вот как раз поэтому наш проект и направлен на то, Да, чтобы дети обязательно. чувствовали себя здесь. Вот мы детей водим, и сами им говорим, и где-то с ними общаемся. И мы ветераны только бегаем, мы молодежь вот подтягиваем. Вот у нас мы пьем из-под крана. Я последний раз из-под крана воду пил в Белокурихе на Алтае. Вот и сейчас Сусумане на Колыме. Ягодно можно пить везде. Да. Действительно. Я приехала сюда в 80-м году по направлению в институте. И у меня это родина. Мне говорят, как ты уедешь, а как лыжи твои, как твои горы, как твоя природа, ты там живешь. Я правда, я не знаю как. Потому что там не найду я этого.
краеведением занимаюсь, детям рассказываю. Вообще у меня работа, я вообще-то руководитель пенсионного фонда, социального фонда. Но я, понимаете, имею доступ к архивам, где могу оттуда взять и людям много что рассказать. Михаил Петрович везде, он по старым поселкам ездит, все, что только он не находил и не привозит. Вот этот музей вы своими силами организовывали? Ну да. 3 музея. На общественных началах, получается. Конечно. За счет средств торгового дома «Таежник». И торговый дом «Таежник» вам помогает в этом. Это моя любимая теща, моя жена и я. Вот оно, Я тут как продавец, коммерческий директор. Вот, ребята, в Сусумань приезжайте в торговый дом «Таежник» и можете посмотреть экспонаты с лагеря ГУЛАГов и Всегда будем ознакомиться рады. с фотогалереей этого человека, который сам инициативу проявил и на общественных началах организовал музей в торговом доме своей любимой мамы, жены. Тещи, вот самородки, вот здесь вот рудное золото, вот желтое видно. А вот получается, где я жил. Два поселка, Тоскан и Мылга. И когда у меня кто-то спрашивает, ты откуда, я говорю, я с Тоскана. Все думают, что я из Тосканы, из итальянской. Так нет, Тоскан вот здесь. А это две реки, Мылга и Тоскана. Здесь вот слияние двух рек. Написал заключенный вот это. Подписание договора между Сталином. Китаем Между и Китаем Советским и Советским Союзом. Союзом. Лежала в гараже, и она пропала. Потом она у меня появилась опять. А куда ее? Михаил Петрович, пусть у тебя побудет. Это то, что в земле Сусуманского района, да же, Миш? Да. Да. Музей быстро не пополняется, потому что Как тайка идет. А мамонтенка Дима здесь, с Усманском? Да, Да, вот он, да. Вот он. Вот статья Это про него. на холодном. По этим находкам мы знаем, что мы здесь жили в других. Была пища, была трава. Да, и трава. Для них это в первую очередь. Бульдозерис принес. Нижняя челюсть Пещерного медведя. медведя. Вот, кстати, вот с этим. Вот она как раз и есть, вот эта вот челюсть. Это он такой огромный был. Огромнейший. Иди сюда в свою родную стихию. Ты же в Советском Союзе родился? Я тоже. А это, кстати, там из известные детства. часы Да-да-да. морские, которые на всех полярных станциях Да, до да, сих пор есть, да? такие часы. Все Да, политбюро в составе, слышите? до сих пор. При Брежневе. А вы в юности тоже занимались фотографиями, Я, видео? Да, фотограф. Я работал в бахчисарайской фотографии в Крыму. Снимал везде все. Мы с мамой раньше правитель, закрепитель. Да, Вот это все в ванной в Сушили темноте. там Не так всё. много, но коллекционирую. Мне очень нравятся они. на память. Сусуман, супер. Спасибо А большое. так я везде. Красиво. Ну, что-то мы этого всего не видели. Проезжали тут мимо, темнота. Смотрите, какая гора здесь стоит прям возле заправки. Дверь лучше, да? Конечно же. Сейчас, подожди. А что, заправляетесь, нет? Да ягодного хватит тебе? Меня хватит. У меня как ягодного хватит. Мы не работаем на практике. Не работает, тем более. До ягодного нам хватит. Так, Мирлан, ты сегодня поменял фильтр. Что ты сделал с машиной, чтобы нам ехать было комфортнее? И как она себя ведет пока что? Ну, пока ведет все отлично, у нас даже ошибки ушли. Машина, видимо, перезагрузилась. Я поменял топливный фильтр, и воздушный фильтр посмотрел, все чисто. Ну, на первый взгляд все хорошо. Единственное, было подозрение, что это из-за само топлива. И либо какая-то влага в стакане может быть. Я все почистил, новый фильтр поставил. Ну, пока что сейчас хоть на Формулу-1 наступай. У меня тут кнопочка волшебная есть. Его включаем, и мы на ходу перекачиваем топливо. У меня в основном баке где-то четверти не хватает, я сейчас его перекачу, чтобы она полная была. В резервном баке емкостью 180 литров любой экспедиционный автомобиль должен иметь дополнительный бак. Я камеру только включил, пока там Мирлан сейчас такой жесткий занос вошел и вышел. Красавчик меня напугал чуть-чуть. На Колыме дорога – это отдельный персонаж. Ты не просто едешь, ты проживаешь каждый километр. Для автотуризма это уникальное место. Здесь нет суеты, только ты, дорога и пространство. Но Колыма требует подготовки, уважения и понимания, куда ты едешь. И в какой-то момент дорога начинает менять ритм. Появляются повороты, строение, свет в окнах. После долгого пути Ягодное встречает спокойно, без лишних слов. Этот поселок вырос вдоль Колымской трассы и всегда был с ней неразрывно связан. В советские годы здесь жили тысячи людей. Ягодное было одной из ключевых точек на колымском маршруте. Сегодня поселок стал меньше, но по-прежнему остается местом остановки и передышки. Для путешественника Ягодное – это не достопримечательность, а ощущение возвращения к жизни после дороги.
Здесь можно остановиться, перевести дыхание и снова почувствовать, что Колыма – это не только путь, но и люди, которые здесь живут. Отсюда идем, да? Вот и школа поселка Ягодное. Здесь у нас тоже мероприятие, встреча с детьми, с учителями. Хочу рассказать вам еще об одной важной части нашей экспедиции. В каждом поселке, где мы проезжаем, мы стараемся заходить в школу, если это не выходные. Мы уже побывали в школе в Сусумане, сейчас в Ягодном, и еще посетим в Омсукчане и Эвенске. Но для нас это не просто встреча. Наша главная задача – помочь детям увидеть больше, чем школьную программу. Показать, насколько удивителен и уникален их родной север, чтобы они по-настоящему почувствовали ценность этого края и сохранили любовь к своей родной земле, несмотря на все трудности жизни здесь. Рассказать, что мечтать – это не наивно, что именно мечта рождает цель, а цель всегда приводит к действию. Особенно важно это для старшеклассников, тех, кому совсем скоро предстоит выбирать свой жизненный путь. И у нас спрашивают, как попасть к вам в команду, как можно с вами начать путешествовать, вообще как стать частью большого комьюнити. И мы решили, что надо с чего-то начинать. Вот надо начинать как раз с проекта «Хранители Севера». Суть проекта заключается в следующем. Мы с вами будем заниматься простыми вещами. Ну, к примеру, в апреле месяце мы приедем сюда всей своей большой командой на огромных красных вездеходах, которые вы сейчас посмотрите, по пути в Магадан, и займемся уборкой нашего Ягодного. Следующий этап, который мы планируем сделать, это как раз обмен участниками движения «Хранители Севера» между регионами. То есть, к примеру, вы слетаете в Якутию посмотреть, как живут в Якутске, а якутские прилетят сюда к нам в Магадан посмотреть, как живут у нас здесь в Магадане. Есть какая-то своя такая прелесть приезжать в отдаленные, труднодоступные поселки, потому что здесь дети абсолютно не избалованы, искренние, честные, настоящие, эмоциональные, и они любознательные, им все это интересно, поэтому вот это, когда получаешь такую вот обратную связь искреннюю, заряжаешься 100%. Мы сняли шарик с елки желаний, и один из шариков был как раз из Ягодного. Пойдем подарим этот подарок. Погнали. Как назовешь его? Желание маленькой девочки исполнилось. Время 7 вечера, мы все дела сделали, сегодня очень много встреч было в Сусумане, в Ягодном. Заправились, поели и поехали до Симчана. Сегодня там остановимся. Самое главное, Ягодное для меня открыл с новой стороны. Теперь в Ягодном, оказывается, есть современный кинотеатр, который в прошлом году сделали ремонт. Спортзал, бассейн, кафе очень хорошее. В Ягодное надо заехать и посмотреть. В ночь немножко поехали, но нам не... Сейчас вот 7:30, где-то к 12 доедем до Симчана. Может, к часу доедем, как дорога. Сюда уйдем. Молодец. Спасибо. Не благодари. Вот так благодарят тебя опытные дальнобойщики, когда ты им заранее уступаешь дорогу, чтобы они как бы не втыкались, и ему больше места, больше пространства оставляешь, они радуются, потому что большая машина, там занос большой. Ты, а? Тормозились. Тормозились. Авария, да? Машина маленькая вылетела.